Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. У кого вы не выходите из головы? Кто никак не может вас забыть? Кто никак не может не думать о вас? Давайте посмотрим. Просто загадайте на себя, а песочек нам все сам покажет и расскажет. Ну что, мои хорошие, готовы? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну вот он, видите, сидит, рукой машет с аистом под руку. Ну надо же, прям аиста показали. Видите, вот он клюв, вот голова, шея длинная, крылья, тельце. Да, сидят на пару ваш этот мужчина и аист. Аист вообще символизирует собой мечту. Да, вот говорят, любимый человек, как аист в небе. Также желание детей у кого-то может отыграться. Но мне почему-то кажется, что здесь все-таки не про детей, а именно вы его мечта. Он о вас мечтает. Мечтает о жизни с вами, о семье с вами, о рождении детей от вас. Да, сидит, задумался. А подумать есть над чем. Причем конкретно есть над чем. Очень много копьев сломанных, каких-то палок, копьев, стрел. Это все ваши ссоры, разногласия, ну и какие-то неприятности, которые вы вместе пережили. У вас сейчас желание и настрой, ну вот хочется новой жизни, хочется совершенно все по-другому проживать. И на работе, и в социуме, и в любви. Вот вы говорите, все, устала, хочу нового, хочу по-другому. Вы прям настроены на новую жизнь. О прошлом стараетесь не думать и не вспоминать, потому что в прошлом было много боли и обид очень много в прошлом. Вообще этот мужчина, кто не может о вас не думать, кто не может выкинуть вас из головы, этот мужчина перед вами сильно виноват. Очень сильно. Вообще мне идет, что он как-то несколько раз, что ли, вас предавал, либо несколько раз отказался от вас, от отношений с вами мог отказаться. Вообще не хотите о нем думать. Скорее всего, вы его заблокировали. Вот честное слово, кажется, что заблокировали, либо вы даже и номер могли сменить, и даже соцсети перестали вести, чтобы он вам туда не написывал, ничего про вас не знал. Какой-то болезненный этот мужчина был. Не то, что болезнь, он много боли принес, да, болезненные отношения с ним были, и вы в отношениях с ним вот прям болели, переболели, и у вас иммунитет выработался, да. Хотите букву А, хотите новую жизнь, новое начало, новую любовь, новое счастье. Ну, видите как. О вас думает тот, кто из прошлого. Хотя там еще одного персонажа показали, но там мы позже разберемся. Ну, давайте с этим бывшим, наверное, закончим. Явно у вас были отношения, у кого-то брачные отношения были, у кого-то просто общались, встречались, а у кого-то какая-то долгоиграющая как симпатия, да, вот искры между вами были, вы тянулись друг к другу, а мужчина вот и не туда, и не сюда, как будто бы играл вами, а потом раз и обманул, либо раз и предал, раз и больно вам сделал. Вот как-то так мне идет. У вас, кстати, очень классные перемены на пороге. У вас месяц всходит, у вас буква В прорисовалась, и еще я вижу радугу над вашим домом. Кстати, радуга, она же и часть кольца. То есть вас ждет личное счастье, вас ждет любовь, вас ждет восстановление, обновление, сила вас ждет, да, потому что Луна для женщины – это женская сила. Буква В, буква В. Слушайте, неужели вашего будущего на букву В будут звать? Может быть, может. Но может быть буква В говорит о том, что будет победа, большая, великая победа в вашей жизни, какое-то огромное достижение. Ну, там время покажет, да, вы все разные, у каждого по-своему проиграется. Но вот три события. Луна, буква В и радуга. Она же половинка от кольца. Слушайте, здорово. Это ваше ближайшее будущее.
Ну, точно жизнь обновится, точно. Так, ладно, вот этот ваш бывший, который страдалец, он о вас мечтает. Ну вот, как хотите, мне идет, что аист — это его мечты, он на вас загадывает, мечтает вас вернуть, мечтает, чтобы вы к нему вернулись, и он к вам вернулся. И еще мечтает как будто бы прошлое стереть, как обнулиться мечтает. Такой типа, давай забудем, да, это все плохое надо забыть. Нужно жить здесь и сейчас, не надо смотреть в прошлое. Я был дурак, я не понимал. Как-то так у него мысли идут странным образом, да. Ну как можно забыть, если тебе больно сделали, если тебе, извините, ножичком в сердце пнули, как можно забыть? Ну как? Оно же болит. Это же... Не знаю, память стереть, что ли? Ну, нет такой машинки, чтобы память стереть, да? Нет такого девайса. На что он надеется? На привязку надеется. Надеется на то, что вы верная женщина, да? Вы добрая женщина. На то, что было в начале. На симпатию, либо любовь, которая была в начале. На шанс. На то, что вы добрый, открытый человек, на то, что он может там измором брать, там, писать, либо в чем-то вам признаться, и вы такая, ох, да, ну, конечно, я тебя прощу, ну, конечно, ты можешь вернуться. Надеяться, что башня ваша падет, ну, вот защита ваша падет, да, что тучи уйдут, вы там смягчитесь, да, что согласитесь, вот, обнуление, согласитесь на это обнуление, проблем создавать не будете, и что? И его, красавчика такого, встретите, да, с распростертыми объятиями. То есть он такой говорит, да, мне будет трудно, и это очень тяжело, но она женщина добрая, да, она же ко мне привязана, ну не могла же она меня так быстро разлюбить. Ничего, я там ей пообещаю, ей там наговорю с 3 короба, она точно меня простит. Вот прям как-то верит он в то, что вы его простите. Ну, уже говорю, аист, вы сейчас для него птица счастья. Птица семьи, дорогу к вам ищет, либо просчитывая, да, он просчитывать может дорогу, как подойти, когда подойти, с чем подойти, а вот если откажет, следующий мой шаг, а если так, а если сяк, да, вот там прям такие у него всякие алгоритмы действий прорисованы, прописаны. Но он, правда, при надежде, да, при надежде на то, что все получится. Кто его так обнадежил, девочки, я не могу сказать, но может он у вас такой вот прям глупенький персонаж. А может быть, действительно кто-то ему сказал, что вот да, иди, попробуй, все будет, да. Как-то так мне идет, как-то так. Но он у вас достаточно такой эгоистичный персонаж и какой-то, знаете, трусливый мне еще идет. Трусливый, то есть он боится там ответственности, он боится что-то решать, принимать, боится там, не знаю, ошибиться, не то выбрать, да, вот какой-то такой вот, как собака на сене. И то, не то, и так, не так. Но я так понимаю, что раз он о вас мечтает, значит, он уже получил свой опыт, значит, он понимает, что лучше вас никого нет. И что он очень сильно лоханулся, прошляпил, да, то, что он вас потерял. Мне идет вот именно какой-то такой момент, что он был вам нужен, вы в нем очень сильно нуждались, вы в него верили, вы на него надеялись, а он вообще как-то отморозился, либо сделал вид, что и он не он, и вообще вас не знает, да. Ну, может быть, даже к какой-то другой женщине переметнулся, ища какую-то свою выгоду. Но, может, просто побоялся, да, вступать в серьезные отношения. Ну, там же деньги надо тратить, там же нужно отвечать за свою любимую женщину, помогать любимой женщине, да, такое тоже могло произойти. Ну, какой-то он странный, честно, странный. Жизнь у него какая-то прям совсем непутевая. Живет вот какими-то вспышками, да, то проседает, то подлетает. Какая-то беспокойная жизнь, нестабильная у него жизнь. Ох, не знаю, где вы его нашли. Ну, возможно, он обладает каким-то очарованием, да, раз все-таки вы на него внимание обратили. А может, вы его просто пожалели, да, посмотрели, что он такой дурачок убогий, думаете, ну, жалко его, да, жалко, помогу мужчинке. И надеялись, что и он вам будет помогать, что хотя бы благодарностью ответит на ваше добро, на ваши добрые поступки. А тут нет, видите, не вышло. Ну,
Девочки, он был таким прям серьезным, брутальным учителем в вашей жизни. Вот после него вы и захотели букву А. И больше ничего другого не хотите. Вы такая, не, больше так я не поступлю, да, меня больше не обмануть. Я хочу нормальных, здоровых, полноценных отношений. Я хочу нормальной, стабильной жизни. Мне не нужно, чтобы меня обманывали и предавали. Мне не нужно, чтобы в нужный момент меня оставляли на произвол судьбы, да, вот сам на сам, да. Как хочешь, так и выплывай. Как-то, да, он вас научил любить себя, он научил вас думать о себе, заботиться о себе, и он показал, что такое больные отношения. Вот и все. Вот и все. После этого вы, да, действительно взяли курс на букву А, и кроме нового ничего больше не хотите. Хотя у кого-то из вас, возможно, вы хотите, чтобы он обновился, да, чтобы он стал другим новым. Ну, девочки, это маловероятно, честно скажу, к сожалению, да. Он может имитировать, что он поменялся, но чтобы прям поменялся, я такого не вижу. Скорее всего, он там считал и понял, что просчитался, что вот вы прям очень классная, выгодная партия, и красивая, и умная, и его любите, о нем заботитесь, и что с вами он будет как у царя за пазухой, да, и плюс можно вами похвастаться перед там друзьями, мужиками, с вами он не пропадет. Ну, любить он вас, конечно, любит, но не так, как вы любите. Не так, как вы это себе представляете. Да? Не все люди умеют любить, не все люди любят одинаково. Кто-то ради любимого человека готов и в огонь, и в воду там все отдать, себя по кусочку разобрать, продать. А кто-то просто готов позволять себя любить, понимаете? Все по-разному любят. Но, к сожалению, да, вам немножко не повезло. Вот. Кто бывший вас ждет, ну, объявится, появится. Да, он о вас мечтает, он строит планы, он объявится, появится. И если вы прям говорите не критично, я могу простить, ну, у вас как бы новый виток, возможно, начнется, да, по букве А, новое начало ваших отношений. Кто, как я уже писала ранее, да, решил вот прям все по-новому, новую жизнь, ну, тогда этот бывший объявится, вы его еще раз пошлете, и все. И будете уже строить свою новую жизнь. Тем более я вижу, что есть кто-то, кто готов предложить вам новую жизнь. Этот мужчина у вас с левой стороны, причем ближе к венцу. И я так понимаю, что вы этого мужчину не особо подозреваете в симпатии, не то чтобы в любви, да, даже в симпатии не подозреваете. Возможно, вы общаетесь, либо, возможно, вы недавно познакомились. Ну, по крайней мере, виделись. Мне идет так. И этот мужчина, ну, можно сказать смело, что положил на вас глаз. Вы ему очень нравитесь, он прям плывет в улыбке, когда вас видит, либо когда о вас думает. И мужчина такой неплохой, серьезный. Но у него на вас тоже планы. Планы, которые он... Смотрите, он хочет букву А, и вы хотите букву А. Вы замок, а он хочет открыть этот замок, он ищет ключ. То есть сейчас этот мужчина, он где-то недалеко от вас. И он тоже продумывает, как к вам подойти, как с вами там начать знакомство, начать отношения. Ему хочется правильных отношений. Ему не хочется каких-то кривотолков, ему не хочется, ну, допустить ошибку не хочется, да. Ну, старается, готовится, пусть готовится. Вы точно с ним встретитесь, он точно к вам подойдет. И, если честно, вы будете очень приятно удивлены. Ну, такой персонаж, да, вам будет приятно, и вы будете удивлены. Вот. Думает о вас, думает, мечтает, строит планы. Прям хочется вас изучить, что вы любите, что вам нравится, да, чтобы прям радовать вас, удивлять. Ну, типичный влюбленный мужчина. Мужчина, кстати, свободный, мужчина без какого-то тяжелого, драматического прошлого. Мужчина, в принципе, опытный в плане отношений, но вот нету в нем какой-то подлости, да, то есть он женщину уважает, он к женщинам хорошо относится, его мама хорошо воспитала, правильные мысли вложила, взрастила в сыне. Кстати, мама тоже очень хорошая, и вы уже виделись, да, может, вы уже и знакомы, но виделись вы 100%, вы ему очень понравились. Вот он прям, можно сказать, с первого взгляда в вас влюбился, постоянно думает, вспоминает, прокручивает этот момент вашей встречи.
И я думаю, что тут все получится, и все будет замечательно. Зачем вам этот бывший? У вас он новый на горизонте уже топчется, уже планы на вас строит. Да, это хороший знак, очень хороший. Ну, а с бывшим, там, я думаю, вы разберетесь. Разберетесь. Но у кого еще иллюзии по поводу бывшего, посмотрите на него, скажете: фу, какая гадость. Ну, каким был, таким и остался. Все, немножечко там себя перышками украсил, да, ну, типа я поменялся, я стал другим, но нет. Он не поменялся, и другим он абсолютно не стал. Забыть прошлое нельзя забыть. Все равно это прошлое будет всплывать. Особенно вот эти больные, болезненные, острые моменты. А коих было очень много. Если бы там 1-2, окей, можно еще как-то там сгладить. Но там было много моментов, когда вам было неприятно, когда вам было обидно, когда вы просто хотели схватиться за голову и бежать, куда глаза глядят, да? С немым вопросом, почему, за что. Ну, мои хорошие, что вышло, то вышло. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.